России нужна война. Они хотели еще раз там повоевать с нами. Почему? Потому что они были просто опозорены перед миром. Хамзат Гилаев родился 16 апреля 1964 года в чеченском селе Комсомольское. Он стал одним из самых известных полевых командиров Чечни, человеком, чья жизнь и борьба вошли в страницы истории. Его радиопозывной звучал как «Ангел» из-за черного боевого обмундирования и храбрости в боях против федеральных сил. Он получил прозвище «Черный ангел». Гилаев был не кабинетным командиром, он не командовал издалека, он всегда шел впереди. Он сформировал и возглавил собственный боевой отряд, который знали как Гилаевский спецназ. Для своих он был примером выдержки и мужества, для врага опасным и непредсказуемым противником. Он не стремился к громкой славе, он выбрал путь, где цена – это жизнь, и шел по нему осознанно и прямо. Последний путь Хамзата Гилаева стал таким же, каким была вся его жизнь. Горы, зима, окружение, тяжелые ранения, потери крови. Но даже в этом состоянии он не сдался и не позволил взять себя живым. Да будет доволен тобою Аллах, а мы будем помнить тебя вечно. Уходя от погони, Гилаев спустился вниз, прошел вдоль реки и обратно поднялся наверх. Устроил засаду. Этот прием называется «Волчья петля». Руслан Гилаев, истекая кровью, перешел речку, подошел вот сюда, к этому дереву, присел рядом. Его рука после перестрелки с пограничниками болталась на одном сухожилии. Гилаев расстегнул ремень, снял амуницию, достал нож, отрезал руку и спрятал ее под корнями дерева. Потом откинулся назад и умер.